давайте вы все-таки для меня просто представьтесь. Замести... Для местного где-то. Старшей оперативной группы Хабаровского края, прибывшая для контроля развития паводковой ситуации на территории Республики Саха-Якутия, служащий Дарча Виталий Евгеньевич. Виталий Евгеньевич, пожалуйста, расскажите, какова на данный момент обстановка ледовая в республике? Все ли хорошо? Впереди ли пик или уже пройден? Значит, паводковая обстановка на территории Республики Саха-Якутия продолжает свое активное развитие. В настоящее время основное внимание сил и органов управления сосредоточено на безаварийном пропуске паводковых вод по рекам Алдан, Амга и реки Лена. Непосредственно по реке Лена, где у нас на текущие сутки фиксировались заторные явления в районе Кангалас, в настоящее время затор начал свое движение, ледоход продолжил свое движение, и вода стремительно у города Якутска спадает с интенсивностью до 20-25 сантиметров в час. Поэтому здесь особых угроз мы не видим, но вместе с этим готовность сил и органов управления не снимаем. При прохождении ледохода по Намскому муниципальному району населенные пункты, находящиеся в бассейне реки Лена, прикрыты силами спасателей. В каждом населенном пункте находится как минимум 5 спасателей с плавсредствами, организовано дежурство и постоянно мониторинг складывающейся ситуации. По реке Алдан, где сегодня также фиксировали заторные явления в районе населенного пункта Хара-Алдан, в настоящее время затор также ликвидирован, ледоход продолжает свое движение. Ранее занятые территории низкопойменных мест постепенно освобождаются от воды, но при этом угрозу подтоплений населенных пунктов, находящихся ниже по течению, особенно в устьевой части при впадении реки Алдан в реку Лена, мы не снимаем. Поэтому сегодня будет дополнительно осуществлена перегруппировка сил спасателей, и в район населенного пункта Арбын, Батамай также будет произведена высадка спасательных подразделений. Кроме того, для проведения аварийно-восстановительных работ на территории населенных пунктов, которые в настоящее время уже от воды освобождены, сегодня прибывает аэромобильная группировка Сибирского регионального центра в составе 70 человек. Данные спасатели будут распределены по населенным пунктам, где будут оказывать помощь населению по восстановлению домохозяйств, территорий от прошедшего паводка. Приоритет нашей работы – это, безусловно, люди преклонного возраста, маломобильные группы граждан, многодетные семьи, одним словом, те граждане, которым помощь сильных мужских рук, спасателей, необходима в первую очередь. Можно задать вопрос по северной части республики? Какие прогнозы, когда ожидаете вскрытия? Значит, по северным рекам, в частности, на контроле у нас находится река Колыма. По состоянию на сегодня порядка 260 километрах от границы с Республикой Саха-Якутия продвигается нижняя кромка ледохода. Мониторинг организован. Завтра, послезавтра дополнительные силы спасателей будут в превентивных целях направлены для размещения в населенных пунктах Зарянка, Среднеколымск. Для также, как я уже оговаривал, это мониторинг паводковой обстановки и оказание помощи населению в случае неблагоприятного его развития. Все вопросы держим на контроле и проводим постоянный мониторинг. Большое спасибо. Ну, все.